1970 году в городе Исык, в 50 километрах к юго-востоку от города Алматы, археологи обнаружили древнее захоронение царя. В погребении находились костные останки молодого человека. Жил и умер он более 2000 лет назад, поэтому одежда его не сохранилась, зато хорошо сохранили золотые украшения, бляшки, которые были пришиты к его одежде, обуви и головному убору. Всего их насчитывалось около 4000. Поэтому его назвали вначале человеком в золотой одежде, а потом просто золотой человек. Так, здесь у нас представлена первая копия самого первого золотого человека, которого нашли в 1969 году в Исыкском кургане. Город Исык у нас находится в Алматинской области. Также экспедиция прошла под руководством Кемаля Акишева, нашего известного казахстанского археолога, также его археологической командой. Так, данный золотой человек, он относится к сакам Тиграхауда, так как на голове у него остроконечная шапка. Высота шапки составляет 65-70 сантиметров. Полностью головной убор и костюм золотого человека тоже украшены в зверином стиле, как мы видим, да? Например, на головном уборе очень много разных птиц и животных. Например, вот крылатые кони, это как нашего герба Республики Казахстан. Также очень много разных птиц и животных, да? На шапочке стрелы, 4 стрелы или стремена, которые, так скажем, стремятся ввысь, это символ независимости. То есть саки говорили: мы великий, мы свободный народ. Если же посмотреть внимательнее, то можно увидеть изображение множества животных. Например, здесь имеется голова тигра, это олень, а это лось. К тому же на шее имеется обруч с наконечниками из голов тигра. А все эти символы на его одежде и головном уборе – это мифологические представления саков об устройстве мира. То есть, таким образом они показывали, что вождь имеет власть над всем мифологическим миром, а хоронили своих царей они в специально сооруженных из бревен погребальных камерах. Также вот этого золотого человека, получается, нашли вот под таким вот курганом. Получается, под этими насыпями находят вот такие погребальные камеры, которые строили из таких вот бревен тяньшанской ели. Диаметр таких курганов достигал до 140 метров, то есть это очень огромная территория на самом деле. И вот такие вот курганы занимали территории, то есть занимали курганы именно богатых людей, поэтому их называют царскими курганами, да? Захоронение, где и был найден золотой человек, не был тронут грабителями, поэтому все вещи находились на своих местах. Помимо золотого человека, там нашли еще около 250 археологических захоронений. Так как саки верили в загробную жизнь, кроме человека они захоранивали еще все его хозяйство. Думали, что это все пригодится как бы в другой, в загробной жизни. Хоронили его одежду, украшения, посуду, мебель и так далее. А вот идея реконструкции костюма золотого человека возникла сразу же после открытия богатого захоронения. На изготовление всех копий украшений с одежды золотого человека потребовалось 3 года. Реконструкция объемной копии костюма была завершена к 1973 году, после чего она побывала на многих выставках, в том числе и на зарубежных, и вызвала повсюду большой интерес и даже всеобщий восторг.